Эти указательные наклейки словно мини-помощники. Узнать, куда и как пройти, чтобы вакцинироваться, для пациентов Сунжской поликлиники не проблема. Поэтому и народу с утра здесь немало. Но прежде чем попасть в прививочный кабинет, пациент должен пройти осмотр у терапевта. До этого ковидом болели? Нет, не болела. Нет, не болели. Контакт с инфекционными больными был у вас? Не было. А за последние 14 дней повышения температуры? Не было. Если у пациента обнаружено ОРВИ или антитела от ковида, то его не допускают до вакцинации. В числе первых, кто прошел весь осмотр, Изарета Костоева. Узнав о росте заболеваемости в столице и других регионах России, женщина решила не рисковать и поставить прививку. Только что сделала вакцинацию, чувствую себя пока нормально, превосходно. Не знаю в дальнейшем, какие симптомы будут. А почему решили сделать? Решила быть здоровой, не болеть. Говорят, это хорошо, привиться, чтобы не болели, чтобы здоровье было. Боюсь заразиться, поэтому согласилась. Процедура быстрая, добровольная и бесплатная. Если еще в конце 2020 года количество доз вакцины было сильно ограничено, то сейчас привиться от COVID-19 может каждый желающий. К примеру, на этом пункте с декабря месяца вакцинировались порядка 10 тысяч человек, из них более 1000 старше 60 лет. Переживать из-за нехватки капсул тоже не стоит. Новую партию вакцины привезли буквально вчера. Вообще на сегодняшний день у нас существует 3 вакцины. Все 3 вакцины, они созданы на разных технологических платформах, и поэтому, соответственно, вот эти вакцины в зависимости от возраста пациента, в зависимости от гиперчувствительности к каким-либо компонентам препарата могут вводиться индивидуально каждому. То есть у нас возрастная группа в основном это идет от 18 до 60 и старше 60 лет. Все 3 вакцины у нас есть. Это Гам-Ковид-Вакс, спутник вакцины, которая наиболее часто у нас применяется, которую наиболее часто выбирают наши пациенты, Эпивак и Ковивак. Это последняя разработанная вакцина. Вакцинацию проводят в 2 этапа с разницей в 3 недели. Дугурхан Атабаевой как раз делают вторую прививку от коронавируса. Женщина понимает, что в силу возраста попадает в зону риска, поэтому решила обезопасить себя и своих близких. Обязательно. После прививки пациент находится под наблюдением врачей еще 30 минут. Первые 3 дня нельзя мочить место инъекции, употреблять спиртное, запрещены тяжелые физические нагрузки. Перед уходом вручают памятку о правилах поведения после и напоминают о важности своевременного прохождения второго этапа вакцинации. Вот именно периоды ревакцинации важны тем, что изначально формируется первичный иммунитет, то есть мы вводим эти антитела, и у людей формируется иммунитет, и, соответственно, вот, допустим, для каждой прививки, при проведении, например, спутника прививки, интервал времени у нас составляет 2-3 недели. Если, допустим, это будет последняя вакцина, вот Ковивак, которая там, интервал времени должен составлять 3 недели. Имеет огромное значение, и причем иммунитет, насколько сейчас исследования показывают, сохраняется около 1 года. Врачи предупреждают, COVID-19 очень легко спутать с гриппом или ОРВИ. При появлении первых симптомов лучше всего провериться. Напомню, что введенные из-за короны ограничения в республике продлили до 15 июля. Ну а эпидобстановка в Сунже радует. Пока взрывного всплеска, как вот в Московской области, в Москве у нас нет. Так стабильно, 1-2 больного в течение недели. В отделении у нас всего находится 12 человек, из них 2 в реанимации. На амбулаторном лечении там 9 человек находится, из них положительных 3 человека. Так, пока такого наплыва пациентов нет, к счастью. Медики предупреждают, беречь свое здоровье должны прежде всего пожилые и люди с хроническими заболеваниями и соблюдать элементарные правила безопасности, несмотря на пока еще спокойную эпидситуацию в регионе. Записаться на вакцинацию можно по телефону горячей линии медицинских учреждений и также на портале госуслуг. При этом важно соблюдать строго указанное время и день. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24.